Сегодня на этом доме в Набережных Челнах висит табличка с его именем «Почетный гражданин города». В далеком прошлом об этом не могло быть и речи. Мог ли он подозревать, что его ждет впереди? Шутка ли? Воспитанник детского дома, самый молодой, самый маленький. Дрова заготавливали, сено заготавливали. Тем более, знаешь, мне пришлось, хотя я ростом был маленький и молодой, но там же было 250 человек, а лошадей было 5 лошадей было. И меня, знаешь, как бы доверили лошадь. Сегодня ему 85, и говорить с легкостью не так легко. Его большая история началась с малого, с лошади. Потом ему доверили чуть больше. За его плечами была и армия, и пограничные войска, 4 года работы на целине. Он трудился каменщиком, плотником, геологом-взрывником, слесарем-трубоукладчиком, монтажником. Но стал известен благодаря работе бригадира трубоукладчика управления строительства «Спецстрой» и КамГЭС-Энергостроя. Он строил инженерные сети для промышленных предприятий и жилых микрорайонов и видел первые автомобили КамАЗа. Что сделано, знаете, на первой смене сделано, что вторая смена сделана, я обходил вокруг. Если представляете, один завод, значит, ширина 900 метров, длина 1200 метров. Я раньше приходил на работу, обходил. Мы же очень производили очень опасную работу. От 2 метров глубины до 6, до 8 метров глубины раньше работали. А чтобы, если сказать, что экскаватор, когда копает, он должен быть откосом хорошо копать, чтобы можно было люди, это, как говорится, спускать, можно было, чтобы безопасно было, чтобы работать. О нем много писали, мол, опять Заляев и его бригада сдала рекордное количество труб. Их отправляли на срочные объекты, строить приходилось сутками, нередко по колено в воде, в траншеях. Героя социалистического труда получил только он, но не это он считает наградой. Себя счастливым человеком чем считаю? Не то, что я герой получал, а счастливый человек тем, что вот я около 40 лет работал бригадиром. Знаешь, моя бригада тяжелой травмы, ни один рабочий тяжелой травмы не получил. Его отметили еще раз уже на неделе и вручили медаль за доблестный труд. Медалью ордена за заслуги перед республикой был удостоен и всем нам хорошо известный герой России Газинур Хайруллин, который пережил кромешный ад. Второй пилот экипажа Ил-76, он совершил побег из Кандагара, будучи в плену у талибов. Приятно декабря, День Героев Отечества, получить такую высокую награду Республики Татарстан. Для меня действительно это волнительно. Как раз 88 год. Это в Киевском районе есть там Красные ворота? Там монументы. Вот это монумент построили перед открытием. Удивительно скромному вот этому человеку удалось стать полным кавалером трудовой славы даже без образования. Простой рабочий, сначала литейщик, затем мастер плавильного цеха. Он тоже дослужился до бригадира, готов был брать ответственность, но всегда отказывался от более высоких должностей, стеснялся. Я постеснялся, короче, вот. Такие же рабочие, как я, они же рабочие, я же тоже такой же. Ни образования, ни это, скажем так, с ними вместе друзьями. Да, просто. Плавка – это тоже тяжелая работа. Его практически вручную грузить надо, эту печку металла. Участвовал в возведении химического комбината в Новочебоксарске, а потом работал на химзаводе имени Ленина. Любил работать руками, и это позволило ему освоить сразу несколько профессий – формовщика, печника, плавильщика. Приходилось выходить в несколько смен, специальность изучал прямо на месте, пройдя долгий путь от простого ученика до бригадира и мастера. В итоге на производстве не осталось профессий, которые он бы не знал. Однажды мастером работал, 2 плавильщика на работу не вошли во вторую смену. Они не то грибы ели, где-то отравились. В общем, людей-то нет лишних. И не каждый умеет это плавку, на плавке работать. Вот мне пришлось, мастером был, самому все делать.
На вопрос, помогает ли сегодня авторитет Героя Отечества, отвечает: награда награды, а знание знаниями, ответственность какую-то накладывает. Встречи с курсантами, школьниками, студентами. Теперь им всем есть что показать и рассказать о жизни, работе, о том, как стоять насмерть за мир и порядок в стране. И хоть все это было в далеком прошлом, в главном они ничуть не изменились. Диляра Исупова, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.